У школьников Чувашии начались каникулы. Открывая сегодня еженедельное совещание в Доме правительства, глава республики отметил, что время необходимо использовать, чтобы усилить эпидемиологическую защищенность образовательных учреждений против коронавируса. Олег Николаев также напомнил, что в дни каникул в республике не будут работать кружки и секции. Чиновникам от образования и работникам школ в эти дни предстоит потрудиться над тем, чтобы исправить недоработки в организации школьного питания. Как рассказал первый заместитель профильного министра Алексей Лукшин, на этой неделе совместно с Роспотребнадзором в Чебоксарах проведут большой семинар, в котором примут участие представители всех школ Чувашии. Площадками для мастер-классов станут 25 образовательных учреждений столицы. Прежде всего будет проработан механизм финансирования организации питания, в частности, использование при этом федеральных средств. В некоторых муниципалитетах очень низкий процент исполнения, отметил Алексей Лукшин. Это Яльчевский район, то есть из 11 образовательных учреждений, 9 учреждений не использовали еще ни одного рубля, то есть не оплачены эти средства. Следующий район – это Чебоксарский район. Чебоксарский район из 26 школ, 16 школ также не отработали этот вопрос. И Урнарский район, то есть замыкает тройку у нас, из 18 образовательных учреждений 12 школ, также 0 рублей показывает финансирование. Олег Николаев поручил помочь проблемным районам отработать механизм финансирования и, главное, наладить четкую систему контроля за этим процессом. Дальнейшая задача, отметил руководитель региона, повышение качества школьного питания. В течение следующего года мы ставим перед собой задачу резко повысить качество питания школьников за счет этих средств. И причем это качественное питание прежде всего обеспечить за счет производителей Чувашской республики с тем, чтобы наработать схему таким образом, чтобы сырье поставлялось на производственные площадки. Производственные площадки готовили бы уже некие полуфабрикаты в соответствии со стандартами Роспотребнадзора. Ну а дальше, чтобы уже комбинаты питания готовили детям полноценное, доступное и соответствующее горячее питание.